Раиля Ибрагимова плачет над скромной могилкой дочери. Ей было 39. Фарида выпила полбанки уксуса после атаки коллекторов год назад и сожгла себе пищевод. Все это время врачи пытались ее вылечить, но женщина не перенесла серию операций. Последние сообщения с угрозами она получала уже лежа в больнице. Долг у тебя 207 тысяч. Мои отморозки с тебя шкуры снимут. И не только с тебя, имей в виду. Она у тебя выпускница уже, но это в мой адрес они отправляли. Скоро все повторяться начнет, Фарида. Лучше сама набери, дальше хуже будет. Теперь такие же сообщения коллекторы шлют дочери Фариды. Школьница носит в сумке газовый баллончик и боится ходить по городу одна. Приходили постоянно, каждый день долбились в дверь. Маму караулили у подъезда, ей руки закручивали. Меня выслеживали. По их окнам трижды стреляли, угрожали поджечь дверь. Семья искала спасения в полиции, но без толку. Я потом уже пошла в полицию, участковой, писала заявление. А он так вежливо: ой, как Сережа, ты с бабушкой, ты сильно-то не угрожай, она старенькая. А кто, если полиция так разговаривает вежливо, а кого будут они слушать? Фарида Ибрагимова в июне 2014-го взяла 5000 рублей в долг на 2 недели в микрофинансовой компании. Процентная ставка – 732 годовых. Долг в срок вернуть не успела, а чуть позже внесла 10 тысяч на счет. Казалось бы, достаточно, но звонки не прекращались. Ей такую сумму назвали. Она ее погасила, ей не хватило 1100 рублей для того, чтобы погасить полностью кредит, микрозайм. То есть здесь я считаю, что это умышленные действия, в принципе, сотрудников, которым неинтересно погашение полное. Юрист Вячеслав Курилин, главный в Челябинске по борьбе с коллекторами, говорит, сумму в 200 тысяч они взяли с потолка, чтобы надавить на женщину. По документам проценты, что набежали на остаток долга, всего 15 тысяч рублей. Цена жизни Фариды Ибрагимовой. Это ненормально, когда твоему ребенку обещают снять с тебя шкуру. Это ненормально, когда тебе стреляют по окнам, и это ненормально, когда полиция не реагирует на это. Маргарита Павлова, челябинский омбудсмен, говорит, полиция дважды отказывала семье в защите из-за того, что действия коллекторов не несут общественную опасность. Вот все официально. Но как только женщина умерла, следователи возбудили дело и даже взяли его на особый контроль. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это доведение до попытки самоубийства. Впрочем, о защите семьи Фариды сейчас не говорят ни слова. В угрозах коллекторов по-прежнему нет состава преступления. Поэтому общественники Челябинска настаивают. Единственное спасение от коллекторов – это полный запрет микрофинансовых контор в масштабах страны. Челябинская областная дума уже внесла в Госдуму соответствующий законопроект, разработанный общественниками. Но на этом дело и остановилось. Центробанк считает, что это продукт нужный. Некоторым людям это нужный такой продукт. Кому он нужен, непонятно. Родные Фариды говорят, может, их история другим будет уроком. Ее дочь зареклась никогда не брать кредиты, а муж больше не покупает уксус. Тяжко. Вообще не знаю. Дальше как-то надо все равно жить. Дочь поднимать. Хотя не родная. Екатерина Пономарева. Настоящего времени.